У нас есть особое предложение. Для тех, кто хочет заработать в интернете. По ссылке в описании можно записаться на бесплатный вебинар и, следуя рекомендациям нашего трейдера, зарабатывать и исполнять свои мечты. Ссылка в описании. Дома пропиши еще 3 страницы, только старайся. Пусть из старших кто-нибудь проверит. Бабушка сможет? Не, мы с сеструхой ей надоели. Довели. Слав, ты знаешь, меня с братом тоже бабушка растила. Когда ее не стало, было очень тяжело. Так что бабушек надо беречь. Понял? Давай, беги. Я и сам дойду, чего вы? Викторовна, принимайте, братца. Хуже первоклашки. Так, что опять натворил? Пусть расскажет, где его отловил. Что он на Горбатке делал с нариками и дуриками. Где? Егор. Все, я устал с ним нянчиться, Алена. Дальше сама. На тренировке он не ходит, все результаты на смарку. Я б ему вмазал и… Ты долго дурить будешь? Только начал. Понятно. Может, тебе надо было в детдом отдать? Мы зачем с твоим тренером столько комиссий выдержали? От органов опеки отбивались. А я и не просил. Чтоб ты, дурак, дома жил, а не путался непонятно с кем. Спорт – это единственный шанс твой двигаться в люди. А ты что ты на Горбатке делал? Гулял. Нельзя? Ты не понимаешь, что своим поведением ты и мне будущее портишь? Да ладно. Выгонят из училок, пойдешь в продавщицы. Алёш, привет, ты за мной? Я сейчас. А ты специально мента в женихи выбрала, а? Чтобы он тоже меня воспитывал. Мы за ним, придержи. Егор! Егор, подожди. Что ты натворил? Говори. Ты с ума сошел? Откуда у тебя эта дрянь? Ленка, сеструха, помоги. Или мне край. Если менты заберут, я век не расплачусь. С кем? Кто тебе это дал? Да неважно. На продажу дали. А за то, что спалился как лох, накажут, что не менты, а Аленка. Помоги, пожалуйста. Егор! Егор, так нельзя! Ну, что, Аленушка, делать-то будем, а? Алеш, ну хоть ты и объясни. Ты зачем пытаешься своего брата выгородить, а? Тебя же из школы твоей турнут. Судить будут за хранение наркоты. Сядешь, а Егорка куда? В детский дом. А там покатится. Лёша, он сказал, что его убьют из-за этого. Помоги ему, пожалуйста. Ну что ты молчишь? Да что, Алёша? Устроили тут. Ты хоть о женихе своем подумай. Каково у Лёшки-то? Судимая невеста. Ему же увольняться придется. А он в тебе души не чает. А называет-то какая? Алёшкина Алёшка. Хватит, пожалуйста.
А Егорке твоему полезно даже. Посидит там на малолетке, одумается. Может быть, профессию какую получит. Ему нельзя в колонии, у него здоровье слабое. И поэтому его в спорт отдала, чтобы он окреп. Спорт. Вон он его спорт. Дурь детям впаривать. Он ни в чем не виноват. Это я. Только я. Не понимаю, зачем тебе жизнь портить из-за этого дурака мелкого? Это мой брат. У него никого, кроме меня, больше нет. Когда бабушка умерла, я пообещала ему, что никогда его в беде не брошу. Дура ты, все равно ему не поможешь. Я ему уже 5 лет дал мамку-няньку. Значит, это моя вина, раз так плохо воспитала. Дима, что случилось? Алешка, к дилерам сунулся разбираться. Егору помогай, как ты просила. Они его убили. Егора. Алешку. Да, немножко. Выпил я. А что? Яйца, поминок. Да. Такого парня загубили. А все из-за тебя. Из-за братства придурочного. Вот Егорке теперь хоть бы хны, а Алешка в земле. Пусть меня за это судят. Ты знаешь, в память об Алешке я попробую тебе помочь. И брату твоему тоже. Только ты будь со мной немножко поласковее, позговорчивее. Леша был тебе другом. А нету больше Лешки. Понимаешь, ты мне всегда нравилась. А я не хотел другу дорогу переходить. А теперь все. Мы можем быть вместе. Путягин, какая же ты мразь. Как ты можешь? Остановись. Ну все. Теперь ты ответишь. Ничего. Ничего. При свидетелях у Смирновой было изъято наркотиков на очень большую сумму. Ваша честь, но дело даже не в этом, а в том, что она все это принесла в школу, где учатся наши с вами дети. К тому же со следствием сотрудничать отказалась, нанесла травмы сотруднику при исполнении. Подсудимая Смирнова, встаньте. Объясните суду, зачем вы принесли в школу наркотики. Наверное, учеников своих угостить хотела. Лейтенант Будягин, я вас внимательно выслушал, теперь помолчите. Вообще, вы ли их туда принесли? Быть может, это был кто-то другой? А к вам они попали совершенно случайно? Так кто же это? Не молчите, Смирнова. Простите, Ваша честь, мне нечего добавить. Вы все знаете.
Заседание объявляется перерыв на 1 час. Рады видеть. Взаимно. Садись. Ну? Ты когда приехал? Да вот прям 7 часов кряду гнал, без перерыва, чтобы не опоздать. Здесь по делу моих фармацевтов все, что ты просил подвести. Я ведь не опоздал? Да нет. Заседание по твоим фармацевтам не назначено. Да, это передай их адвокату. Со своей стороны я отсрочу. Спасибо. Сейчас в гостиницу. Да нет, останусь. Интересно здесь у вас. Досмотрю до конца, если можно. Ты о чем? Слушай, ну неужели ты собираешься закрыть эту милую девушку, которая ну никак на наркодилершу не катит? У меня ведь глаз наметанный. Ты про Смирнову. Да мне самому это дело поперек горла. Хорошая девчонка. Брата балбеса выгораживает. А этот лейтенант чего выступал? Она ему чем поперек горла? Девчонка с характером. Он начал приставать, получил за дело. Я еще жених недавно погиб. Ну, тем более. Пожалей девочку. Я, если что, отблагодарю. Что? Так понравилось? Ну, я люблю таких с норовом. Рассмотрев предоставленные обвинением материалы, суд постановил гражданку Смирнову Алену Викторовну признать невиновной и освободить из-под стражи в зале суда. Не понял, это как? Дело о найденной партии наркотиков передать на доследование. Ищите поставщиков. Это гораздо важнее, чем то, что у кого-то случайно на руках оказалась эта партия. Заседание окончено. Алена Викторовна, Кирилл Залесский. Ты что так напряглась? Я такой страшный. Успокойтесь. Вам ничего не угрожает, не бойтесь. От него, кстати, тоже. Выдыхайте. Вы адвокат? Я скорее консультант. Заскочил сюда по делам, сейчас уезжаю. Вам рекомендую поехать вместе со мной. Мне? Да. Зачем? Ну, потому что нормально жить вам здесь уже не дадут. И работать в школе, между прочим, тоже. Вы о чем? Меня оправдали. Смешная ты. Знаешь, есть такая поговорка умная. Коготок увяз, все и птички пропасть. Оправдали, конечно, но в покое-то не оставят. Те, чьи порошки твой брат потерял. И в качестве кого я с вами поеду? Да ты не бойся, я тебя не обижу. Там будет видно. С жильем помогу, на работу устрою. А Егор? Я его не оставлю. Я опекун. Поможем и Егору твоему. Решай, Алена Смирнова. Я думаю, ты приняла правильное решение. Ребят, значит, Лёш, я за тобой приеду в обед. А тебя заберу после твоей тренировки, хорошо? Давай.
Аленушка, ты мне рада? Нет, ты сам прекрасно это знаешь. Аленушка, не груби. А братец твой опять у нас учудил. Ты только за этим приехал? Ну что ты такая злая? Ну не я же его в наше болото верну. Сама его спроводила. Это было решение Егора. Понятно. Богатенький папенька не нашел места для бедного родственника. Да. Егорка твой на первую настоящую ходку пойдет. Но мы ему можем помочь. Ты нормально можешь говорить, чем я могу помочь? Кирилл в этот раз денег не даст, точно. Деньги здесь ни при чем. Я скажу, куда тебе нужно прийти. И ты придешь. Хорошо, Ленушка? До свидания. Проходи. Тебя уже ждут. Почему здесь? Речь пойдет о моем брате или твой отец тоже в этом замешан? Аленушка, я тебе все объясню. Ты проходи. Я хочу, чтобы ты понял раз и навсегда. Касса закрыта. Ну что ты, я совсем не за деньгами сюда приехал. Тогда зачем? Ты мне нужна. Как я долго ждал этого момента. От твоего мужа Кириллу. Ты совсем не нужна. Ты пьян? Ты вообще не соображаешь? Даже не думай, Бутякин. А я не думаю. Так руки убери свои, урод! Ты что делаешь? Мы не для этого ее сюда позвали. Ладно, обсудим, как твой муж пользует тебя. И не только тебя, кстати. Не трогай меня. Не трогай меня! Лёш, сынок, что такое? Зайчик, что? Лида, срочно звоните в скорую, у нее судороги. Да. Быстрее. Не волнуйтесь. Лёша. Танечка, поспи еще. Уже гораздо лучше. Долго же вы решали вопрос с палатой. Полночи в коридоре провели. Зачем нас сюда по скорой привезли, если у вас такие сложности? Отделение переполнено. Если бы мой муж это увидел, навел бы вам тут шорох. Ну, вы Где-то видно, дети с температурой в коридоре лежат. Простите еще раз. Ночь же была, мы ждали кого-то из начальства. Вот градусник, вы температуру измеряете каждые полчаса. Если вдруг поползет вверх… Я знаю. У младшего как раз судороги были из-за жара, еле сбили. И насчет оплаты. Я как только дозвонюсь мужу, он приедет, заплатит. Хорошо, спасибо. Спасибо. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже.
Да, Алена. Как вы там, что? Лидочка, скажи, а во сколько пришел Кирилл? Он еще спит? Алена Викторовна, он так и не пришел. Как это? Дозвониться ему не могу. Ладно. Лид, надо собрать сумку. Я сейчас скажу, какие вещи положить. Что мы здесь не на один день остаемся. И возьми, пожалуйста, мою кредитную карту и наличку, я скажу где. Спасибо, Саныч. Свободен. Простите. У меня ночь была не менее бурная, чем у вас. Лабухин Михаил Олегович. Залесский Кирилл Юрьевич. Я в курсе. По факту гибели граждан Порываевой и Будягина возбуждено уголовное дело. Я его веду. Вы задержаны как главный подозреваемый в двойном убийстве. Я ни в чем не виноват. И надеюсь, что вы очень быстро во всем этом разберетесь. Раз уж вы здесь, на очень быстро не рассчитывайте. Это вам. Проглядели. Говорите, не виноваты, а дарите мне часы стоимостью с неплохой автомобиль. Дадите мой мобильный, чтобы я смог позвонить адвокату. Только так. Номер забыли. Нет проблемы. Адвокат вам нужен, и при этом самый лучший. Вас возле тела взяли. Это, как сами понимаете. Жене позвоню. В настоящий момент абонент разговаривает по другой линии. Занято. Никогда в жизни к ней с первого раза не дозванивался. Я еще на домашний позвоню. Можно? Можно? Знаете, но это лишнее. Но мне они точно лишние. Звоните. Так, косметичку взяла, пижама мальчишка тоже. Домашний звонит, брать трубку? Нет, нет, возьми, вдруг что-то срочное. Хорошо. Алло? Кирилл Юрьевич, слава богу. Тут Алена с мальчишками ночью в больницу скорая отвезла. А мы вас ищем. Вы где? Что? Алена, беда у нас. Позвонил Кирилл Юрьевич, сказал, что его задержали. Как задержали? За что? Лида, срочно выясни, где он, адрес. Лида, я уже договорилась с врачами. Вы побудете с мальчиками, пока я поеду к мужу. Так, наличку возьмите себе. Это на лекарство, на палату. Вроде бы все. Все поняла. Что он еще сказал? Сказал, что его подозревают, в голове не укладывается, в убийстве. Лид, пожалуйста, здесь об этом никому. Конечно. Да. Скажите, пожалуйста, Кирилл вот никого не убивал, это неправда? Ну, это еще открытый вопрос, гражданка Залесская. Ну, а фамилии убитых? Скажите, вдруг я их знаю? Убиты двое. Дмитрий Будягин и Кристина Порываева. Знакомые имена? Значит так. Следствие только началось, и то, что я сейчас делаю, это против правил. Но поскольку Кирилл Юрьевич, он достаточно известный и уважаемый человек, я не буду против, если ему окажут грамотную и своевременную помощь.
Понимаете? Придется. Кирилл, я знаю, что здесь это нельзя обсуждать, но я уверена, что ты ни в чем не виноват. Спасибо, родная. Что я могу для тебя сделать? В офисе скажи, что я уехал в командировку. Пока есть возможность скрывать, где я, ври всем. Поняла. Я надеюсь, что я очень скоро отсюда выйду. Запоминай. Юрий Калачев, адвокат. Ты его видел у меня на дне рождения? Ну или в офисе могла, вспоминай. Ну, наверное. Его офис находится в бизнес-центре на Северной. Найдешь, скажи, что он мне срочно нужен. Ты поняла? Да. Кирилл, дети, они... Я знаю. Заболели. Ничего, они поправятся. Слышишь, не раскисай. Все будет хорошо. Да? Кирилл. Поторопись. Мне здесь каждый день как неделя. Да. Да. Хорошо. Давай. Вот. Подши эти листочки в папку и на самую дальнюю полку. Я больше не хочу это видеть дело никогда. Вы же любите такие дела. Их выигрывать приятнее. Знаешь, что самое приятное? После всего с чувством выполненного долга уехать куда-нибудь на 2-3 недели. Вы так надолго? Да нет, конечно. 3-4 дня максимум. Так что если будет кто-нибудь звонить, переводи всех на помощников. Меня нет. Ну, если уж совсем что-нибудь серьезное, то так и быть, звони. Порти отдых. Калачева партнеры, слушаю вас. Нет, извините, он в отпуске с сегодняшнего дня. А его номер можно? Его номер телефона? Нет, извините, я не могу вам дать его номер. Обращайтесь к его помощникам, они вас примут. А как ваша фамилия? Смирнова. Залеская. Я жена Кирилла Залеского. Но нам очень нужен адвокат. Извините, я понимаю, что он очень нужен, но его уже нет. Настырная какая, прям с проходной вас требует. Будут ходить огородами. Все. Остаешься за главного. Хорошего отдыха. Если вам сказали, что Калачева нет… Я уверена, что он там, и, скорее всего, они врут. Пожалуйста, дайте мне пропуск, я обращусь к его помощникам. Всего доброго. Они позвонят ему. Ну, вы понимаете, у нас беда в семье. У кого-то отпуск, а у нас беда. Ну, что вы на меня так смотрите? Я ночь не спала в больнице. Ну, помогли бы лучше. Что? Это был он? Точно. Спасибо. Стойте! Ой! Ой! Девушка, вам делать нечего, что ли? Вы зачем под колеса бросаетесь? А что вы убегаете? Ой. Вы в порядке? Да ерунда. У меня муж в беде и дети в больнице. Я здесь при чем? Послушай меня, я адвокат. На 3-м этаже благотворительный фонд. Вам туда, все. Я не поберушка. Я жена Кирилла Залесского. И здесь по его просьбе. Вы же Юрий Калачев. Вы жена Кирилла? А что же вы по телефону не позвонили? Я звонила, меня не слушали. Да, я понял, я вас помнил. Мы виделись… Это был день рождения. В июле. Лена. Алена. Да, извините. 200 человек было. Я вас вспомнила. Послушайте, пойдемте в машину, мне там есть. Кирилл, двойное убийство. Что-то мне не верится. Я тоже не верю, что он мог. Он очень надеется на вашу помощь. А что мне дальше делать? Так, я сейчас пойду к нему в изолятор. Спасибо. Так, я тогда пойду домой, немного приведу себя в порядок, потом к мужу в офис и к сыновьям в больницу. Ваши дети в больнице? Да, сегодняшней ночью. В общем, кругом дурдом какой-то. Ну, хорошо, до вечера. Надо будет обсудить наши дальнейшие действия и простой совет. Вы не тратите свои нервы. На то, что случилось, вы уже никак повлиять не сможете, а на то, что должно случиться, буду влиять я. Всего доброго. Спасибо.
Юля, Кирилл Юрьевич на несколько дней уехал по очень важному делу к поставщикам. Поставщикам? Да, что тебя так удивляет? Ну, новый фармзавод. Фармзавод. Хорошо, если я тебе скажу, что он просто на несколько дней поехал отдохнуть. Алена Викторовна, я все равно вам не поверю. Вот. Откуда это? Вчера на почту пришло с левого адреса. Да, Кирилл в изоляторе. Но кроме нас с тобой никто об этом не должен знать. Об этом завтра же узнают все. Там приписка. Требуют денег, иначе снимки передадут желтой прессе. Аппетиты скромные. Всего 100 тысяч. Считаешь, нужно дать? А если они еще захотят? Ну, думаю, надо. Иначе журналисты уже завтра будут здесь и жизни никому не дадут. Кофе? Может, ты и права. А что будет, если Кирилла Юрьевича не удастся вытащить? Кирилла мы вытащим. Насчет денег я решу сама. Пришли мне всю информацию на почту. А, кстати, я узнала этот двор и дом. Я сама лично снимала там квартиру. Кирилл попросил для некой Кристины Порываевой. То ли родственница, то ли… Ну, вот. То есть получается, что в тот день он был там с Кристиной? Юля, занимайся делами фирмы. Твои догадки никому не интересны. Не волнуйся, в СИЗО у тебя будет отдельная камера. Прям на курорт еду. Кирилл, на всех допросах буду присутствовать лично. У меня к тебе большая просьба. Ни с кем, ни о чем, без меня не говорить. Ты уверен, что поможешь? Как в том, что фамилия моя Калачев. 180 дел выигранных против 3 проигранных. Тертый калач. Насчет гонорара не беспокойся, заплачу, сколько скажешь. Разберемся, иди. Могу я изучить детали дела? Да, конечно. Заходите. Всегда рады хорошим людям. Все, я уже здесь. Ой, Лидочка, спасибо вам большое, очень нас сегодня выручили. Да я-то что, как там? О, Лид, мне нужно будет время от времени отъезжать и решать какие-то вопросы. Я буду с мальчишками ночевать, а вы днем приходите на смену, ладно? Ну, конечно, еще спрашиваете. Что, доктор приходил, что сказал? Сказал, что они молодцы огурцы, но надо еще недельку полежать в больнице, потому что вирус опасен осложнениями. Ну что ты как год меня не видел? Беги в постель быстро. Тут хуже, чем в тюрьме. Отвези меня домой. Данечка, домой сейчас нельзя. Ты же слышал, надо какое-то время побыть здесь. Ну, а где папа? Ну, что с его телефоном и придет ли он? Папа, он срочно уехал, и там проблемы со связью. Ты не переживай. Да. Алена? Да, Юрий. Я правильно запомнил? 5-я больница? Больница 5-я, детская. Когда вам нужно будет вернуться обратно? Через час. Угу. Жду вас у входа. Да, хорошо. Лид, мне опять нужно отъехать. Ну, надо так надо. Мальчишки, я скоро. Так, держи. Ну куда же ты, дура? Дань, ну как так можно? Отстань. Ты мне никто, и она тоже. Ну и пусть. Иди кушай, ворчун. Не волнуйтесь, это с позволения Кирилла. Что он рассказал? А дело вы изучили?
что там? Да, изучил. Не думаю, что вам нужно знать подробности убийства. Спасибо за чай. Да, вы действительно хороший адвокат. Отлично уходите от ответа. Хорошо. Один из убитых был Дмитрий Будягин. Это ваш общий знакомый с Кириллом. Да, мы с ним знакомы по Светловидовску. Это мой родной город. И вы с Кириллом познакомились в Светловидовске? Я как понимаю, он вам помог? Спас от судимости. Ну, это долгая история. Мне было 11 лет, а брату 5, когда погибли наши родители. Я сожалею. Вы попали в детдом? Нет, мы жили с бабушкой 5 лет. Это мама отца. Потом и ее не стало. Но Егора в детдом я не отдала. Растила его сама. Вот. Егор подавал большие надежды в спорте. А потом связался с торговцами наркотиками. И один раз он чуть не попался с товаром. Мне пришлось его выгораживать. Из этой истории тогда погиб мой жених, Алеша. Вот это дело и вел Будягин до суда. Тогда и появился Кирилл. В тот момент, когда меня должны были вот-вот осудить, меня неожиданно оправдали. Понятно, что Кирилл помог. Ну и увез меня сюда. Вот уже 10 лет как. Вам очень повезло. Зная эту систему изнутри, вы вытащили счастливый билет. Вместо судимости вышли замуж за обеспеченного человека. Семья, 2 детей, прекрасно, да. Что еще нужно? Ну, да, Кирилл мне реально помог. Брату нет? Ну, почему же? Мы Егора забрали с собой. Кирилл устроил его в спортинтернат. Но, как я ни старалась, у них не сложились отношения. И когда Егору исполнилось 18, он вернулся обратно в Светловидовск. Вот с тех пор мы как-то особо не общаемся. Почему? На сегодняшний день у Егора уже 3 условных судимости. И они были бы настоящими, если бы не Кирилл. Он, как и в моем случае, решал все вопросы. Что-то мы с вами заболтались, мне к детям пора. Да, пожалуйста. Давайте я вас отвезу. Нет, спасибо, я на своей машине. Ну хорошо, до встречи. Алена, стой! Стой! Алена! Вы в порядке? Да, А что случилось? тормоза не сработали. Фух, так, как же мне к детям надо? Давайте я вас отвезу. Ну, можно на «ты». Давайте на «ты». Алена, а записка? То, что была на лобовом стекле. Что это такое? Ты ответишь за все, тварь. Это ваши враги или Кирилла? Я не понимаю. Я думаю, что записка и сломанные тормоза на машине – это звенья одной цепи. Если это к тому, что я должна бояться, то у меня уже на это не осталось сил. Будягин. Он разве не стал вашим врагом после истории с судом? Наверное. Когда вы его последний раз видели?
Он несколько раз приезжал. Каждый раз угрожал, шантажировал. Мол, задержал Егора, но Кирилл всегда откупался. А в этот раз я с ним встретилась и сказала, что денег он не получит. И все. Я понял. Поехали. Угу, благодарю. Ну, что тебе сказать, друг мой? Помимо Будягина была убита Кристина Вадимовна Порываева, 23 года, уроженка Светловидовска. Угу. Так. Причина смерти? Черепно-мозговые травмы у обоих. Ну и произошло это все в квартире, где она жила. Андрюх, слушай, ну вот если предположить гипотетически, даже теоретически, могли они друг другу травмы нанести? Что? Ну, гений, что? Нет, теоретически мы можем предположить. Так. И даже тебе под это дело найдем свидетеля. Соседи слышали ссору, мужской голос, женский. Но проблема в том… В чем? Что прямо над телами взяли тепленьким твоего Залесского. Знаешь, он… Картина маслом. Стоит такой, руки в кровище, настоящий злодей. Тебе смешно. Мне его защищать. И, кстати, как он стоял и где, еще ни о чем не говорит. Угу. Не смешно? Нет. И это не все. Квартиру, в которой жила Порываева, и мы это выяснили, снимал и он. Кто? Твой подзащитный, Залесский. Я к Кристине приходил проведать. Зашел, а она… Они уже лежат, кругом кровь. Я только проверить хотел, присел к ней, чтобы, может, жива еще. А тут такие орлы, руки за голову, наручники, тащат куда-то. Это все? Я бы на тебя посмотрел, когда ты двоих в крови увидишь, мертвых. Вот. То есть в квартиру ты попал и увидел, что Будягин с девушкой лежат без движения? Да. Самое страшное, что Кристина – дочь моего друга-судьи. Прикинь, что я почувствовал. А в квартире ты раньше был? Ну, был, конечно. Я опекал ее по просьбе Вадика Порываева. Да я ей эту квартиру и снял. Девочке красивой столичной жизни хотелось. Ты мне лучше скажи, мне здесь долго загорать? Надеюсь, недолго. Ты за женой моей присмотри, пока я здесь. Лады? Я, если надо, доплачу, сколько скажешь. Достаточно оговоренной суммы. А мог Будягин назло испортить машину и подкинуть записку? Ночью, когда я уезжала на скорой помощи, записки на лобовом стекле не было. И днем ее тоже не было. То есть записка появилась уже после смерти Будягина? Юрий, спасибо вам за все, но мне правда пора. Извините.